Мне 23 года. На данный момент я являюсь координатором IT-академии ВАШЭ. В программировании я уже, честно сказать, более 7 лет. Проработал уже в более 2 компаниях, и на данный момент уже стараюсь что-то свое как-то открыть, да, реализовать, имеется в виду, да. IT-экосистема именно в IT-отрасли, она везде по-разному. И в ВАШЭ IT-экосистема состоит из 3 отраслей. Это самые актуальные такие. Первое – это разработка программного обеспечения. Вторая отрасль – это автоматизация бизнес-процессов. И третье, мне кажется, это онлайн-образование, дистанционное образование. В целом экосистема в IT-индустрии, она подразумевается под соединением, как сказать, соединением сервисов некой компании. Скажем, я представлю на примере некого гиганта. Да? Все мы знаем Apple, и какая экосистема присутствует в Apple. У Apple есть множество сервисов. Это Apple Music, опять же, iCloud и прочее. И что их, опять же, вместе соединяет, это, можно сказать, Apple ID. Я уже давно... Сами разработчики, да, могут создать свою экосистему, создав, скажем, это уже что способствует, да, опять же, продвижению сообщества разработчиков. Мне кажется, первое, это, чтобы создать экосистему, во-первых, людям нужна конкуренция некая. Скажем, опять же, в ВАШЭ есть разработчики, и чтобы как-то укрепить это сообщество, нужна некая конкуренция, скажем, чтобы одна группа разработчиков создала свою некую компанию, вторая команда разработчиков свою компанию, и между ними появится некая конкуренция, что им будет способствовать росту навыков своих разработчиков. Тут в основном малый бизнес, можно сказать, и в основном люди требуют, первое, это, опять же, CRM-технологии, второе, это, то есть сервисы B2B, бизнес-to-бизнес и B2C. В основном ориентируются на B2C, то есть чтобы клиенту было удобно все это делать и заказывать, и чтобы они могли удобно брать услуги той компании, которую предоставляют. Мобильные приложения, сервисы, платформы в основном, не просто сайты, платформы, где человек может, опять же, авторизоваться и воспользоваться услугами этой компании. Открылись мы в 2018 году, примерно вместе с ООО. Было очень много, опять же, запросов со стороны города Ош, где люди хотят научиться программированию и также уже трудоустроиться и где-то работать, да. И у некоторых, опять же, были запросы, там кто-то уезжал и быстро хотел научиться программированию. Опять же, к примеру, Штаты. Мы недавно ездили в Штаты и присмотрели ценники на эти курсы, и они, грубо говоря, в 15 раз дороже, чем у нас. Сейчас на данный момент более 30. Это трудоустроенных? Сейчас, да. Сейчас на данный момент эта цифра может оказаться очень малой за 2 года, но у нас идет процесс элиминации. Это когда, скажем, в группу поступают 15 человек, в группу набираем максимум 15 человек, им дается 1 тренер и 1 ментор, и последующие 9 и ближе 12 месяцев они будут их, опять же, курировать. В процессе курса у нас идет процесс элиминации, где мы, опять же, слабых студентов стараемся мы максимум дать, но если, опять же, не получается, придется отчислять. И за счет этого из 15 у нас остается около 7 либо 6 человек. С момента, когда мы приехали в Ош, мы в прошлом году провели хакатон для разработчиков города Ош.
совместно с UNDP. Мы проводили вот в Джаннат резорте, хакатон длился 2 дня, приезжали спикеры из Мандев, с Палмала и с IT-академии тоже. Ну, организаторами, опять же, служим мы. И мы провели хакатон, там было более где-то 40 разработчиков, и мы узнали примерное количество, кто заинтересован в таких мероприятиях. Да? И провели хакатон. Это был, конечно, не полна такой профессиональный хакатон, где в основном в хакатонах требуют некий MVP, да, в итоге. И там большую роль сыграла идея проекта. И опять же, да, бонусом было то есть бонусом послужило то, что если у них есть какой-то, прототип. Хакатон — это мероприятие, где в основном потребуется некая финансовая поддержка, да, и поэтому мы провели один хакатон, и на этом пока хакатонов не было. То есть мы провели только один хакатон. У нас вот опять же есть группа OshDev. Тут примерно 176 участников, но это активные где-то треть из них только являются разработчиками. Примерно цена там выше 70, где-то 80. Вот. Да, где-то 70-80 из разных отраслей. И также часть из них, по большей части, в Бишкеке находится. Ну, они, родословно из США, но находятся в Бишкеке и также состоят в группе местных людей, примерно около 50-60 человек. Кроме нас, тут есть ребята из Необиса. Мы отчасти как-то редко общаемся, но стараемся как-то дружить между собой с Необисом, так и с другими ребятами. И вот у нас смарт-академия есть. Необис, вот у них есть разработчики, но мне кажется, и у них сейчас пока офиса нету. Вот. Но они стараются также открыть и также внести свой вклад, опять же, в развитие IT-отрасли. Помимо этого есть IT-парк. Вот, они также опять же, обучают людей программированию. И Next Coworking тоже есть. Я уже с 9 класса начал программировать, начал создавать хоть какие-то опять же, программы, да, мини-программы это были. Первую программу, помню, это крестики-нолики на основе Java. Вот. Но этот период времени я больше считаю как за обучение, потому что я только-только начинал, только-только начал оттачивать свои навыки. Разработкой полноценно я уже в универское время начал заниматься. В отчасти программирование это стало неким хобби, потому что за счет какого-то малого кода ты что-то свое создаешь. И поначалу это кажется чисто игрой, да, а не работой. Ты создаешь какие-то игры, ты создаешь для себя некий калькулятор, да, для своего телефона. Ты создаешь некий мессенджер, где ты, опять же, со своими друзьями обсуждаешь какие-то мемы или какие-то дальнейшие планы. И в итоге получается так, что это не хобби, а полноценная профессия, да? И за счет этого, да, я чисто узнал что программирование это интересно. Во-первых, да, я не знал, что это профессия, я чисто знал что это некий навык, это чисто хобби для людей. И за счет этого у меня появился интерес, где вот уже начали продвигаться дальше в этой сфере. Я могу сказать что сколько раз меня отказывали. Давай, поделись опытом. Насколько тяжело было принимать отказы? Как ты потом с этим боролся? Ну, первый отказ всегда кажется таким, все, жизнь закончена. Помню, в компании Нуртелеком мы подавали, тогда они тоже по JSF, если не ошибаюсь, принимали, что ли. Нам отказали, точнее, мне отказали. Потом я этот Билайн подал, они тоже отказали сразу же, очень молодой, очень мало опыта. Ну окей, такой. И дальше SoftKG, если не ошибаюсь, компания была, которая
искала таких молодых разработчиков, которые только-только начинают разрабатывать, да, серьезные продукты. Мы туда подали, получается, и за счет этого началась некая карьера. Были ребята, которые были опытные, мы всегда контактировали, заказы получали, радовались прям полностью. Та же команда, то есть все-таки они были молодые ребята, которые только-только открылись. И за счет этой компании мы получили очень большой опыт. Точнее, я получил очень большой опыт. И также определился уже со сферой. То есть я раньше был джавистом, то есть сейчас тоже джавист, но уже поменял на более такую мобильную разработку. Джависты — это те, кто программирует на Java, правильно? Да, то есть, да. И в то время мы в основном серверные приложения писали. И потом я с этой же компанией сориентировался уже на мобильную разработку почему-то. Потому что библиотека JSF тогда уже устарела, надо было на Spring библиотеку переходить. И я что-то, давай лучше вообще в целом сферу поменяю, знания Java и также уже там изучить Kotlin и так далее. То есть уже полностью на разработку. У нас разработчиков, я точно могу сказать, что больше 50, которые могут работать и выполнять такие активные заказы. Надо больше проводить мероприятия, где мы должны друг друга узнать, потому что я знаю, в группу ежедневно добавляются эти разработчики, и я уверен, что среди них как и опытные, так и начинающие есть. Мы должны побольше проводить мероприятия в плане нетворкинга. Да, нетворкинга, где мы должны лучше узнать друг друга, и чтобы мы могли между собой как-то создать идею создания некой IT-компании, да, чтобы люди местные знали, что есть местные разработчики. На данный момент мы обучаем 3 направлениям. Это всем известные фронтенд части и бэкенд части. Также обучаем мобильной разработке. Это по сей день, опять же, актуальные профессии, но также планируем в скором времени открыть другие в плане, опять же, что-то наподобие Data Science. Потому что как и в Штате, так и в Европе очень сильно идет спрос на такие вот профессии. Да? Мы стараемся найти такого хорошего тренера, который также обучит наших ребят. Не обязательно, чтобы он был в Аше. Мы можем организовать все это дело в онлайн-обучении. Сроки обучения у нас от 9 месяцев идут, потому что программа у нас расширенная, и мы обучаем от нуля до прям всего то, что можем, да, то есть для джуниора, чтобы они могли пойти и что-то сделать. У нас набор идет 2 раза в году, зимой и осенью. У всех эта проблема, да, на раннем этапе возникает, но как не сдаваться, да, это самый главный вопрос. Как не сдаваться, это скорее всего в материале, скажем, у нас... В материале, в смысле учебном? Да, учебном материале. Человек, который, скажем, может прочесть книгу и хорошо его понять, также может прочесть документацию и хорошо его понять. То есть, возможно, этим людям как-то трудно все это понять, потому что, возможно, что материал неправильно как-то доносится. То есть очень важно распределить эту учебную нагрузку? Да, очень важно, чтобы их тренер на таком человеческом языке их преподнес. Первый год, да, у меня тоже возникали проблемы. Меня записали в группу олимпиадистов, областную олимпиаду. Меня внесли в список. Да. В 9 классе? В 9 классе. Язык C++. Меня внесли, и надо было учить. То есть мне поставили цель, ультиматум, да? То есть ты либо будешь участвовать в Олимпиаде, там, как бы получишь какую-то славу, да?
или вообще ничего не получишь. Да? В общем, условия были такие грубые. И у меня очень, очень сильно, опять же, очень сильно напрягали в плане, опять же, условий. И приходилось изучать, приходилось в инете искать, приходилось искать менторов, чтобы они могли меня как-то, не знаю, мне все это дело как-то легко объяснить. Начинать изучать самому очень трудно. Ты, скажем, не знаешь какие-то секреты, да? В плане разработки есть большинство секретов, где можно уменьшить код вдвое, да? И оптимизировать его так, чтобы она быстро работала, и также, чтобы он был читаемым. И в этом плане требуется хороший ментор. Тебе нужен постоянный консультант, который может что-то подсказать, куда-то опять же направить. Я почему мучился? Я сам же это искал. Я знал, что документацию я все пойму, а оказывается, надо было просто воспользоваться сторонней помощью. Обратиться к практику и спросить. И реально, я одну вещь искал 2 месяца, где за 2 часа этот опытный разработчик нашел мне решение. Серьезно.